Новые стандарты жизни в жилом комплексе «Солнечный город Супер». Новинкой минувшего года первичная передовая медицина стала еще ближе к татарстанцам. По республике поехали 4 такие мобильные поликлиники. Они посетили треть районов республики, и в них прошли обследования 18 тысяч человек. В этом году это начинание решено продолжить и охватить уже все районы. Это сегодня анонсировали на коллегии Минздрава. Хочу от имени всего медицинского сообщества, от имени жителей сел и районов выразить слова благодарности президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову за принятое решение в приобретении мобильных комплексов. Уважаемые коллеги, аплодисменты. Аплодисментов заслуживает и то, что в минувшем году Татарстан успешно выполнил все показатели национального проекта здравоохранения. Так смертность снижается, продолжительность жизни увеличивается, превысив 74 года. Однако не все так радужно. Медикам нужно улучшить отношение к пациентам. Наиболее значимыми негативными факторами в оценке населением качества оказываемых медицинских услуг в 2019 году является долгое ожидание в очереди, отношение врача, отношение регистратуры, медсестер. Это те факторы, которые не требуют каких-либо значительных финансовых затрат для их устранения. Еще одна задача – выявлять болезни на ранней стадии. Для этого профессионально, а не формально проводить диспансеризацию. Рустам Нургалиевич Минниханов неоднократно подчеркивал необходимость обеспечения качества и единых стандартов диспансеризации, абсолютную недопустимость формального подхода, приписок при проведении диспансеризации. Чтобы побороть формализм, халатность и коррупцию, предлагают шире внедрять электронный документооборот и проводить ротацию среди руководства медучреждений. Одним из наиболее серьезных вызовов в системе остается коррупция. В 2019 году проведена ротация 13 руководителей. Усилена работа по снижению коррупционных рисков при направлении граждан на медико-социальную экспертизу. Проблема, к сожалению, пока остается нерешенной, о чем свидетельствуют уголовные дела. Общий посыл и итог встречи врачей не останавливаться на достигнутом. Так, с этого года в республике стартует новая президентская программа по ремонту стационаров. За 5 лет в модернизацию планируют вложить более 17 миллиардов рублей. Кадры, что решают все, тоже будут увеличивать и усиливать. Больше врачей отправятся работать в отдаленные районы. Мы покидали города, шли по дороге, что указала нам судьба. Татарстан в нашем сердце. Дмитрий Айрин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.